Вы смотрите новости в студии Иван Лазаренко. И вот главные темы этого выпуска. В селе Хатасы прошли торжественные открытия нескольких досуговых объектов. В эти выходные некоторые столичные улицы будут временно перекрыты. Расскажем все подробности. Как проходит досрочное голосование в труднодоступных местностях на удаленных избирательных участках некоторых районов Якутии. Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в труднодоступных местностях Якутии. Члены участковых избирательных комиссий добираются до оленеводческих стад Устьянского района на вертолете, чтобы живущие там люди смогли отдать свой голос. Сообщается, что в настоящее время голосование прошло в оленеводческих общинах Хаир, Амалой и Таба-Яна. Председатель территориальной избирательной комиссии Устьянского района Шагилди Исмаилов рассказал, что с начала досрочного голосования 29 августа было собрано 138 голосов. По данным Центра избиркома, на сегодняшний день 31 820 избирателей проголосовали досрочно, из них 25 321 в труднодоступных или отдаленных местностях. В Устьянском улуце с 29 августа начались голосования в труднодоступных местностях. На сегодняшний день был охвачен оленеводы, золотари, промышленники, и всего было проголосовано 138 голосов. В этом участвует много участковых комиссий. И труднодоступное голосование идет по наземным путем. И все участки уже находятся в этих местностях, и люди голосуют: оленеводы, рыбаки, металлоработники, промышленники. В Нерюнгринском районе тоже началось досрочное голосование в труднодоступных местностях на удаленных избирательных участках. Для избирателей, у которых нет возможности прийти на избирательные участки по месту регистрации, еще с 8 сентября организовано досрочное голосование. Подробнее далее в сюжете. Чтобы обеспечить конституционное право граждан Российской Федерации на участие в выборах и формировании органов власти, избирательная комиссия в составе 3 человек вылетела в село Иенгра в стойбище оленеводов. Добираться в столь труднодоступную местность пришлось на вертолете. В данное время мы находимся в оленеводческой бригаде номер 3, которая находится на удалении от села Иенгра в 200 километрах. Это левый приток реки Ганам, ручей Ягодный. Сегодня здесь находится 9 оленеводов и чумработниц. Прямо в тайге были подготовлены временные помещения для голосования с соблюдением всех санитарных норм. Избиратели получили всю необходимую информацию о кандидатах на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, еще раз взвесили свое решение и воспользовались своим правом на голосование, выбрав самых достойных, на их взгляд, претендентов. Несмотря на отдаленную труднодоступную местность, нам предоставили возможность проголосовать. И мы все сделали свой выбор за депутатов в Государственную Думу. Выражаем огромную благодарность избирательной комиссии. Спасибо этим людям за то, что они вот так далеко к нам прилетели. Мы, в общем, так хорошо проголосовали. Жители села Иенгра, несмотря на те условия, в которых проживают большую часть своей жизни, понимают, что от их выбора зависит будущее поселение республики и страны. Поэтому всегда принимают самое активное участие в голосовании. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. На сегодня в России насчитывается всего чуть более 1 600 000 поголовья северных домашних оленей. Из них 77% разводят Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий край и Якутия. В Хабаровском крае в помощь местным, практически исчезающим кочевьям пришла дополнительная помощь от государства. О том, как наши соседи, оленеводы Аяна-Майского района, пытаются сохранить и приумножить свои чуть более 200 голов северных оленей, расскажем в следующем сюжете. 300 километров, наконец, позади. Перевести через крутые хребты Джукджура и горные речки стадо в 60-70 голов. И все, пусть и нехитрое хозяйство, задача непростая. Есть потери у стада, 7 оленей не смогли пройти испытания горными перевалами. Однако все же община добралась до места назначения на базу морскую у села Чумика. Конечно, путь был у нас тяжелый, да, далеко ехать. Еще стояла вот жара, зной, духота вот это вот.
Как у нас-то там попрохладнее, ну там, с Маймаканской стороны. А когда сюда перевалили, здесь очень было душно и жарко. Олени вот идут, шты открывают, воды, ключи все засохшие. Вот олени бедные терпели, пока мы не дойдем до следующей речки, до ключа, и вот поили. По дороге что мы? Медведей видели. Собаки у нас он охотничьи, угоняли их. Видели, прям днем они ходят там. С нашей стороны тоже там медведей много, очень наглые. Прям на табор приходят днем, ничего не боятся. Даже ночью приходят. В темноте как стрелять? Собаки лают. В пути дело есть у каждого. С самого раннего детства юные оленеводы приобщаются к традиционным навыкам своего народа. Эти знания порой важнее школьных, ведь в тайге только они и спасают жизнь. Юба. Отростков много. Интересно, да, Нагаров? Первый раз вижу. А вот дрался, поломал. Он с детства все знает. Он в тайге мы жили, я в поселок раньше выезжал, он оставался с отцом, с Андреем. Маленький, 6-7 лет, сам за оленями. Летом Андрей его оставляет, сам уходит. Он дымокуры топит, все делает. Ну, навыки есть, чтобы как в тайге выжить. Детей мы учим к этому, да. На помощь тайге никто не придет, да. Только надеяться самому на себя. Чтобы обосновать новые земли, нужны молодые олени. Старых оставляют на прежних местах. Эти умные животные прекрасно запоминают дорогу и могут вернуться, невзирая ни на какие трудности. Молодых взял. Ну, они, чтоб не убежали, молодых берем. Если старого взял, вы видите, какие большие, они запоминают всю дорогу, они могут прибежать сюда. Город Джукджур, который пришлось преодолеть общение, разделяют весь Аяна-Майский район на 2 климатические зоны. В том числе поэтому это не только самый большой и отдаленный, но и географически наиболее сложный район Хабаровского края. На сегодня здесь проживают менее 2000 человек, из них чуть меньше половины – эвенки. Молодежь покидает родные края и не хочет заниматься оленеводством. На самом деле, при таком поголовье, это здесь, скорее всего, это не отрасль, это мы рассматриваем как все-таки это сохранение традиционных видов деятельности местного населения, наших эвенков, которые проживают, потому что на сегодняшний момент с каждым годом все меньше тех людей, которые бы хотели заниматься и умели бы заниматься данным видом деятельности. С этого года к краевой субсидии по поддержке коренных малочисленных народов Севера добавились средства господдержки. В этом году это чуть менее 2 миллионов рублей из федерального бюджета. Оленеводы Хабаровского края надеются, что с такой помощью все же смогут сохранить традиции и обычаи своих предков. Анна Васильева, Александр Адамов, Хабаровский край. В селе Хатасы прошли торжественное открытие нескольких досуговых объектов. На базе сельской библиотеки начал свою деятельность Центр «Инва-игротека» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие центра состоялось в рамках городского проекта «Народный бюджет». Также была презентация виртуального музея под открытым небом. Теперь жители и гости села, наведя телефон на QR-код, смогут узнать историю улицы Николаева. Также в центре села состоялось торжественное открытие этносквера Кёхсерем и презентация вновь возобновившего свою работу музея истории села Хатасы. Сегодня Хатасы динамично развиваются, уже более 7 тысяч человек живет. Есть хорошая, долгая история по созданию самого села, по совхозу, который здесь работал, ну и по людям, которые здесь жили, в том числе по героям Великой Отечественной войны. Также сегодня мы в рамках внедрения современных технологий начался проект по внедрению QR-кодов в название улиц, для того, чтобы жители могли ознакомиться, в честь кого была названа улица. В эти выходные некоторые столичные улицы будут временно перекрыты. И так, в связи с плановыми работами на газопроводах временно ограничат автомобильное движение по улице Курашова от улицы Лермонтова в сторону Республиканской больницы номер 2. Дорогу перекрыли вчера, 10 сентября, с 8 вечера до 11 часов вечера воскресенья. Автомобилистов и жителей города просят планировать маршрут движения заблаговременно и использовать объездные пути. Ну а что касается завтра, 12 сентября, в Якутске на стадионе Туйма
Ленинграда стартует якутский полумарафон, который переносился 2 раза в прошлом году из-за пандемии и в августе этого года из-за сильной задымленности в Якутске. В этот раз мероприятие пройдет без зрителей. Глава Якутска Евгений Григорьев в целях обеспечения безопасности участников подписал распоряжение о временном ограничении движения транспортом в городе. 12 сентября с полвосьмого утра до 11 часов в Якутске будут перекрыты следующие улицы. Лермонтова на участке от Кирова до Сергеляхского шоссе. Сергеляхское шоссе на участке от улицы Лермонтова до улицы Аюнского. Улица Аюнского на участке от Сергеляхского шоссе до улицы Каландаришвили. Ко дню города Центр компетенций по вопросам городской среды «Лето» организовал субботник по посадке кустарников в сквере Талого озера. На субботник вышли жители Центрального округа, работники предприятий и, конечно же, студенты агротехнологического университета, которые учатся на ландшафтных дизайнеров. Мероприятие является завершающим этапом благоустройства данного общественного пространства. В списке растений, которые украсят наш город, также кустарники бузина, акация, черемуха и многие другие. Всего было высажено более 300 саженцев. Формируем живую изгородь из белых акаций в количестве 350 штук. Конечно, не забывать о городе, чтобы здесь у нас зелени мало, к сожалению, поэтому надо как-то с этим бороться. Допустим, нас в парке тоже сажают. Тоже инициативные люди приходят и просят, чтобы мы им помогли там с инвентарем, как посадить, что да как. В рамках военно-исторического фестиваля эпохи Первой мировой и гражданской войны в России «Первый бой за Якутию» в историческом парке «Россия. Моя история» при поддержке ДОСААФ посетителям представили тематическую выставку макетов оружия, снаряжения и униформы тех военных лет. Мероприятие приурочено к столетию образования Якутской АССР. Помимо этого, организаторы покажут военно-историческую постановку эпизода первого вооруженного противостояния красных и антибольшевистских сил в Якутии. Это мероприятие, в принципе, имеет под собой цель раскрыть в формате живой истории про первые боестолкновения антибольшевистских и большевистских, получается, лагерей в Якутии. А в частности, мы вспоминаем про события 1 июля 1918 года. Это высадка Полинария Рыдзинского на местности Табага. В рамках 17-го Казанского международного фестиваля кино состоялся спецпоказ исторической эпопеи «Тыгын-Дархан» режиссера Никиты Аржакова. Кинолента была заявлена в секции «Тюркский мир» внеконкурсной программы кинофестиваля. Историк, культуролог, директор нового института культурологии Нина Кочеляева отметила, что якутский кинематограф востребован на всех кинофестивальных площадках не только России, но и мира. Эксперт назвала фильм «Тыгын-Дархан» бриллиантом, венчающим корону программы фильмов тюркского мира. К этому часу пока все. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале.